Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто не может без вас жить? Вот прям невмоготу человек. Все думает, все мечтает, вспоминает, тянется к вам. Кто этот человек? Кто не может без вас жить? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон. Итак, настройтесь, пожалуйста, на цыпочку. Ни о ком не думайте, просто проговорите вопрос. Да? Спросите, кто не может без меня жить. И песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой у вас характер сильный. Прям вас показали. Показали, что вы женщина с сильным характером. Сильным и таким, знаете, вот стержень, да, у вас стержень есть. Вы человек очень яркий, самобытный, независимый. Человек, который тяжелый путь прошел, много испытаний. Очень часто вас люди испытывали на прочность. Когда-то вы пострадали от каких-то нехороших людей. Это могут быть и мужчины, и женщины. Как будто бы благодаря этим людям вы как в броню оделись. Да? Вы как шикарная роза, но с вот такими вот шипами. Да? К вам просто так не подойдешь. Смотрите. Роза, которая сводит с ума мужчин, но которая не прощает обид, не прощает глупостей и не прощает неадекватного поведения. Очень много мужчин уже укололись об ваши шипы и, скорее всего, еще много уколятся. Вы невероятно манкая, вы невероятно привлекательная, вы любого мужчину можете вот с ума свести на раз, два, три. Но вам это просто не надо. Вы уже устали в какой-то степени от этих мужчин, устали от однотипных мужчин, от мужчин, которые говорят одно, а делают совершенно другое, либо в принципе ничего не делают. Да, он вам там наобещал, как небо в алмазах, да, но при этом, когда вы ему доверились, когда вы его к себе подпустили, он раз такой и все, и на попу сел, ничего не делает. Знаете, здесь очень много вышло людей, которые тянут к вам свои руки, да, кто не может без вас жить. Но этих людей вы уже никогда не простите и к себе не подпустите, никогда их не примете. Да, вы можете принять извинения, но никогда не войдете в одну и ту же реку. И да, вы такая женщина, вы не верите в то, что разбитую чашку можно склеить. Да, это вот ваш характер, это ваша кредо, это ваши устои. Ну и терпеть вы сейчас тоже не будете. Не будете терпеть недостойное поведение, недостойное обращение. И никому не позволите обижать себя, обижать свою семью, обижать своих детей, родителей. Вот никому не позволите. Вот такой вы человек. И если кто-то посягнет, то мало не покажется. Вы умеете дать сдачу. Конечно, первое, вы никогда не будете нападать, но сдачу вы умеете дать. И такую сдачу, что потом человека трясти от вас будет, да, будет бежать и зализывать раны. И еще про вас показывают, что вы сейчас чем-то увлечены, либо чем-то очень сильно заинтересовались. Может быть, каким-то делом, работой, бизнесом, учебой, может быть, да? Вы как туда с головой уходите, вы себя пытаетесь найти, вы пытаетесь найти новые пути реализации, либо какие-то новые у вас вот увлечения, хобби. Можно сказать, что вам не особо до мужчин, не особо до личной жизни. Да, хотелось бы,
но все эти разочарования, которые вы пережили, вам как разумному человеку, прагматичному человеку, так, навеивают мысли о том, что навряд ли еще такое найдется, кому бы я смогла поверить и довериться. И еще про вас могу сказать, что вы настолько очаровательны, что вас невозможно не любить. И любовь в широком понятии этого слова, да, не обязательно про мужчин, мы говорим и про платоническую любовь. Вот когда вы с кем-то знакомитесь, человек вас узнает, вот прям влюбляется в вас, вы многим в сердце запали, вот вы должны это знать. И есть люди, которые действительно в вас постоянно нуждаются и очень рады и счастливы тому, что вы есть в их жизни, тому, что они могут к вам обратиться, они могут с вами поговорить, они могут поплакаться у вас на плече. Вы умеете и выслушать, и подсказать, и помочь, и утешить. Очень необычная вы женщина. Вот розы вас показывают. Шикарные розы, но с огромными иголками. Так, кто не может без вас жить? Я уже сказала, много людей тянется. И есть люди, которые уже в вашем окружении. Мы их не рассматриваем. Здесь нам показывают мужчину. Мужчина, с кем у вас была любовь. Мужчина, который достаточно серьезно вас задел. И мужчина, которому вы готовы были поверить, скорее всего, в какой-то момент даже вот на грани доверили. Но мужчина, который все испортил. Испортил своим поведением, поступками, либо предательством, либо неосознанностью, несознательностью. Вот знаете, как расслабился, рано расслабился. Мужчина, с кем вы очень как-то расстались, грубо, я бы даже сказала, да, даже не грубо, а ссора какая-то, очень была большая ссора. И вот вы ему все высказали, да, и прям как по носу его ударили, как хлопнули дверью перед ним, вот как навсегда закрыли ему дверь в свою жизнь. А чувства были очень сильные. Вы еще очень долго потом в себя приходили, очень долго пытались забыть его, пытались унять эту боль в сердце, вас к нему тянуло. Он, кстати, даже может вам периодически сниться. Вижу, что вы в разных отношениях были, и мужчин отправляли на небо за звездочкой, причем с легким сердцем отправляли. А вот именно этого мужчину вы так и не смогли забыть, до конца не смогли забыть. Все равно где-то там, глубоко под сердцем, возле ложечки, да, он вас все равно тревожит. И когда вы о нем думаете, вспоминаете, либо приснился, вы такая вот паразита, опять приснился, опять меня растревожил. Да, вот кого-кого, а его вы не смогли забыть. Так что вспоминайте, кого вы не смогли забыть. Это он, это именно он. Понятно, что вы все разные, мужчины у вас разные, но вот это вам прям такой маркер, да, кого вы не смогли забыть, кто до сих пор еще на вас как-то влияет. Да, вот это именно этот мужчина. Он не может без вас жить. И не может жить, потому что после того, как он там начудил, а он точно начудил, вы женщина адекватная, вы просто так бы от него не отказались, да, не послали бы его просто так, не закрыли бы ему дверь перед носом. Что-то он такое сделал. Он понимает, что он сам виноват, он понимает, что он мог поступить по-другому, он понимает, что вы были единственным шансом на счастье, на любовь, на тепло, на добро, на безоблачную жизнь, можно так сказать, да? И он сам все разрушил. Единственное, что держит его на ногах, на плаву, так сказать, да, что помогает ему не наложить на себя там руки, ноги, либо там не скатиться во все тяжкие, это такая маленькая искорка надежды, что, возможно, есть еще шанс, возможно, вы когда-нибудь вот смилуетесь, простите, и его к себе подпустите, да, дадите ему прям крошечную надежду на то, чтобы он смог вам доказать, что он все осознал, что он поменялся, что он может быть другим. Он, понимаете, он постоянно узнает о вас информацию. Он очень многое о вас знает. Больше, чем вы можете себе представить. Этот мужчина, он ни на минуточку не спускает руку с пульса. Да?
Он в курсе всех ваших событий, где вы, с кем вы, чем вы заняты, кто в вашей голове, кто за вами ухаживает, где вы работаете, что у вас дома, да, что вы кушаете, о чем вы думаете. Он все про вас знает. И я вот не удивлюсь, если этот мужчина черпает информацию из разных источников. Возможно, кто-то из ваших общих знакомых за вами следит и ему сдает все явки и пароли. Также, возможно, мужчина дополнительно общается с эзотериками, либо экстрасенсами, магами, да, вот гадает на вас, либо люди вас просматривают, да, просматривают ваше настоящее, ваше будущее. Вот какие-то вот моменты идут, вот, связанные с тем, что разные источники. Вот он как из воздуха черпает информацию. Но это точно гадание, это точно ясновидение. И также вот в уши входит информация. Это ему конкретно говорят, кто-то из ваших общих знакомых говорит, да, может быть, даже не один человек говорит. Может быть, даже так окажется, что кто-то из ваших родственников о вас ему рассказывает информацию. То есть очень многое о вас знает. И то, что вы сейчас одна, ну вот, на себя ориентированы, там, семьей детьми занимаетесь, работой занимаетесь, там, бизнес развиваете, дает ему вот эту слабую надежду на то, что все еще возможно. Надо отдать должное, что этот мужчина очень достаточно серьезный путь прошел. Да? Он работал над собой, он менялся, он осознавал, он принимал. Буквально он себя ломал на части, восстанавливался. Да? Вот какие-то особо плохие вещи он себе прям искоренил. Не просто проработал, а искоренил. И ему очень хочется, чтобы вы увидели, каким он стал. Но он не спешит форсировать события, зная ваш тяжелый характер, да, зная, что вы вот она, прекрасная роза с гигантскими шипами, что просто так не подойдешь, что у него нет права на ошибку. Да. И если есть вот эта маленькая надежда, хрупенькая надежда, да, вот эта маленькая искорка, то она всего лишь одна. Ее нельзя просто так использовать, да? Нельзя ее упустить, нельзя ее потушить. Нужно прям беречь ее, холить, лелеять, потихонечку ее раздувать, да, чтобы произошло пламя. Мои хорошие, здесь такой мужчина, может быть, не приворот, но какой-то обряд на смягчение сердца он может заказывать, да, чтобы вас не привораживали, но чтобы сердце ваше смягчилось. Да. Вот есть такие практики, где людей примиряют, либо восстанавливают отношения между людьми. Практики эти, конечно, они светлые, они не темные. И работают они, может быть, не быстро, но достаточно эффективно. Может быть, он пользуется этими практиками, либо заказывает у мастера, и поэтому вас до сих пор, ну, от него вот как током бьет, да, когда вы о нем думаете, вспоминаете. Этот мужчина, понимаете, ему есть с чем сравнить и что сравнить, да. То есть у него богатый жизненный опыт, и когда вы расстались, он, скорее всего, во все тяжкие ушел. А может быть, он, в принципе, к какой-то женщине прям сразу в кровать с разбегу прыгнул. Может быть, из-за этого вы расстались, да? Вы его начали подозревать, либо что-то узнали. И он такой, ну, типа, ладно. Вот, он сравнил. Это, знаете, как день и ночь. Светлый, теплый день, ясный такой, тепленький, солнышко светит, пригревает. И темная, холодная, ледяная ночь. Он это все сравнил, он все это понимает. Он понимает, что лучше, чем вы, он никого никогда не найдет. И что так, как вы его любили, так, как вы его уважали, ценили, оберегали, ухаживали за ним, обеспечивали его там любовью, уютом, да, ни одна другая женщина делать не будет. Вот не могут, не умеют, не хотят. Вот вы одна единственная, какая-то вот неповторимая в своем роде, уникальная, знаете, как уникальный драгоценный камень. Много разных камней есть, а есть прям уникальный, вот один единственный неповторимый, как я уже сказала. Вот и он вас так видит.
Никого он не хочет, никого. Я бы даже сказала, что у него даже нет никаких ни реакций, ни позывов, да, на других женщин. Потому что он видел самое лучшее. Да? Как же он после самого лучшего может опуститься к худшему? Может быть, его тогда обманули, либо он сам обманулся. Да? Бывает такое, что вот женщины умеют там соблазнять, сманивать, могут даже чем-то спаивать. Могут даже мару наводить, да, тот же самый приворот делать. Может быть, тогда произошла именно такая ситуация. Но когда он с этой женщиной очутился вместе, он понял, что гадость не мое, фу, не хочу. Прям воротит, тошнит, вот прям блевану сейчас. Да, вот такая реакция у него пошла. Знаете, я не буду конкретно утверждать, сколько у него было там попыток с другими женщинами устроить свою жизнь, но вот скажу вам четко, что никого сейчас он не хочет. Вот вы для него одна единственная. И он, возможно, сознательно, да, вот осознанно отказался от всех и вся во имя вас, во имя вот светлого чувства, которое было между вами, во имя того, что вот есть маленький этот шанс, маленькая надежда, искорка вас вернуть. Мужчина, который вот он кого-то убедил. Вот мне идет, что с вашей стороны он кого-то убедил в том, что он поменялся, в том, что он осознал все свои недостатки, в том, что он себя проработал. И вот мне идет, что с вашей стороны кто-то вот на него работает, вот сливает о вас информацию. Кто-то, кто скоро начнет вам про него говорить, склонять на его сторону. Там такие речи типа, все ошибаются, да, там надо уметь прощать, надо уметь забывать. Вы сразу поймете, кто этот человек. Вот кто начнет говорить, они явно общаются вместе, и явно этот человек на его стороне. То есть он его уже видел, она его уже видела, видел, как человек поменялся. И там как верит этот человек, да, верит. Поэтому это все будет делать. И еще я вижу, что этот мужчина, кто не может без вас жить, он действительно не может без вас жить. У него есть физическая потребность вас видеть в прямом смысле слова. Вот как-то он ухитряется за вами подглядывать так, чтобы вы его не видели. Может быть, где-то за кустами прячется, в машине сидит. А может быть, кто-то ему про вас видео снимает и отправляет, да, если он живет, например, в другом городе, в другой стране. И у него очень много ваших изображений, да, может, он и сам вас там снимает, делает фотографии. Вот, как, знаете, то ли в компьютере у него там целая как стена с вашими фотографиями, то ли в квартире он там эти фотографии распечатывает. Вот он очень часто с вами разговаривает, он вас как уговаривает, он говорит, что вот пойми, да, я ошибся, в этом мой грех, но я наказан за свой грех. Пожалуйста, прости, ты же умная, ты же добрая, ты же умеешь, да, какие-то вещи идут. И, скорее всего, когда он это делает, он вам вспоминается, либо он вам снится, потому что я вижу вас очень сильным эмпатом, то есть вы можете улавливать информацию во времени и пространстве. Может быть, по этой причине забыть вы его тоже не можете. Хоть и пытаетесь, хоть над собой работаете. Вот задайтесь вопросом, почему вы других мужчин забыли, они вас вообще не тревожат, не волнуют, а этого вы так не смогли забыть. Да? Вот что-то между вами есть, что-то неуловимое, и то, что в какой-то момент сломалось. Видите, да, одна ошибка и такой вот ужасный результат. Но с другой стороны, все, что не происходит, все происходит к лучшему. Может быть, мужчине и нужно было пройти все эти уроки, и вам тоже, да, нужно было это все пройти. Но пути Господни, они неисповедимы, мы с вами это знаем. Видите, у него в сердце огромный нож. Прям в сердце вошел, прям не то чтобы даже на полсердца, практически на все сердце нож вошел. За все ваши обиды он уже сам себя наказал, давным-давно наказал и очень жестоко наказал. Поэтому про это не думайте. Не думайте, что ему там все с рук сошло. Нет, он наказал, наказывает, еще и будет наказывать, да, пока вас не вернет. Он живет какой-то очень скромной жизнью.
И все, что у него в жизни есть, это вот ваши фотографии, либо ваши видео. Ну, видео там, где вы запечатлены. Это все, что у него есть. Это то, чем он живет. Можно сказать, что он на вас молится. Да? Вот это будет правильно. Он на вас молится. Как будто бы вы живая богиня. Богиня, от которой зависит его дальнейшая жизнь и судьба. И будет ли он счастлив. Познает ли он рай на земле или нет. Вот как-то так мне идет. Он, кстати, очень много философствует. И он превращается в очень интересного и очень образованного человека. Скорее всего, он еще там какие-то труды по психологии читает, там, опять же, в себе пытается разобраться в том, как выпросить у вас прощения, да, как с такими прекрасными розами обращаться, понять, да, как подход найти, как найти те самые слова, которые позволят ему с вами объясниться. Он у вас, конечно, оптимист. Оптимист, какие-то знамения у него были. Я не могу понять, что это. Он на что-то загадывал, и это происходило. Скорее всего, он там загадывал, что если там есть возможность ее вернуть, то будет так-то. И это происходило. Он такой: так, все, спасибо, Боженька, все, можно. Значит, надо жить, надо дальше меняться, надо ждать, да, ждать удобного момента. Что за удобный момент, я не могу сказать. Но вы все слишком разные, да, но какой-то момент, вот он какого-то то ли дня ждет, то ли какой-то даты, то ли какого-то события, чего-то он ждет, девочки. Ждет для того, чтобы перед вами появиться. А он точно перед вами появится. Но потому что если не появится, то никакого смысла в его жизни больше нет. Вот, он ждет, он выжидает. Ему, конечно, это очень трудно все дается, но вот именно так и показали. Ну и вот она, его конечная цель – это вернуть ваше расположение, это перед вами, там, не знаю, извиниться, покаяться, выпросить, вымолить разрешение, просто с вами для начала общаться, а потом уже, да, со временем добиваться вас. Это его цель. И знаете, вот судя по расстоянию, он уже как приближается к этой цели. Вот мне идет, что он дня какого-то ждет. Какой-то день, да, должен настать какой-то день, либо он загадал на какой-то день, чтобы перед вами появиться. Ну, план тут у него такой четкий, знаете, четкий, и он от него не отступит. Еще на какого-то человека будет опираться. Скорее всего, как я вам сказала, да, с вашей стороны кто-то на него работает. Ну, что есть, то вам я и рассказала. Вот. Ну, а там как судьба, да, как карта ляжет, как судьба решит. Но, судя по этим знакам, судьба готова дать ему еще один шанс. Будете ли готовы вы, я не могу сказать, я этого не вижу. Но, видя ваш характер, конечно, мужчине будет очень трудно, очень трудно. Ну, что есть, то есть, да. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.